Маш Дуалса, Хамса Нокоси. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Так, у меня небольшой заказ, утро ранее, и решила все-таки подключиться, потому что если я не начну снимать хоть что-то, то я долго не снимаю. Поэтому решила снова подключаться понемножечку, что делаю за целый день, вам показывать. Опять девочки пишут, что снимай, что есть. Так что будем снимать, что есть. Сейчас. Так, вчера мы были на природе. Вы, наверное, ролик увидите, но еще не монтировала, ничего не делала. Так, опусти мне немножко камеру, чтобы не меня было видно, а что я делаю. Так, значит, как я сказала, у меня небольшой заказ. Вчера еще, когда ехала домой, мне, ну, даже не ехала домой, а была там, мне заказали 8 кур пожаренных. Они должны быть готовы к 8 утра, поэтому вчера сразу же замариновала, купила, замариновала, и теперь мы будем их ставить в духовку. Немножко, пока я это все делаю, буду с вами общаться. Значит, вчера мы очень хорошо отдохнули с девочками. Можно сказать, поменялись опытом, поговорили о заказах, о готовке, чтобы новое подключить в наше меню, как бы вкуснее и интереснее приготовить. Много чего, короче, было. Мы очень хорошо отдохнули, мы очень хорошо повеселились, с нами и молодежь была. Правда, не очень они хотели у нас танцевать, стеснялись, но все равно мы очень хорошо провели время. И так было там хорошо, спокойно. Так что, друзья, если кто из Ингушетии, и опять я вам говорю, это не реклама, можете поехать с семьей, отдохнуть, там очень хорошо. Просто самое главное, там недалеко. Конечно, там, ну, не так, как там, в санатории или в курорте. Просто отдохнуть немножко на природе, вот так вот один день. Очень даже хорошо. Так что вот как-то так. Так, я хочу сюда положить те, что потолще, грудку и бедрышки, а остальные в ту, чтобы как-то равномерно в одной сковороде они выпекались. Так, у меня еще очень много заказов полуфабрикатов, которых я не успеваю сделать, потому что и по дому много делов, и то, что я вот начала немножко и с огородными делами, немножко меня затягивает. И в гости надо бывает поехать, и больного проведать, и гости приходят к нам, ко мне. Поэтому немножко опаздываю с заказами, нужно выполнять. Нескольким даже уже и отказывала, что я не успею их сделать. Ну, так получается. Вот такие вот, друзья, у нас дела. Ну, как я сказала, сегодня, да, вот эти поставлю сейчас курочек, а потом займусь полуфабрикатами. Ну, скорее всего, я сначала позавтракаем, конечно, мы еще не завтракали, еще ребята на работу не пошли. Как я сказала, утро раннее. И, как видите, я под навесом, потому что в комнате в кухне очень жарко. И печки я вынесла. По идее, мы даже всей семьей и кушаем здесь под навесом, потому что там бывает очень жарко. Вот. На природе, можно сказать. Все, так. Вот так вот хотела просто. Все. Так, немножко вот так вот проткну. Тонким ножичком. Ну и сразу в духовку. Духовка разогрета.
И пока будут жариться куры, что-нибудь приготовлю на завтрак. Скорее всего, наверное, кашку какую-нибудь, а может быть и оладушки. Что-то Зила давно просила оладушки. Будем печь оладушки, наверное. Так, ну что вам еще рассказать? Так, друзья, позавчера, да, вышел, неужели у меня не поместится в 2 противня? Вышел ролик из магазина посуды, там я немножко читала комментарии. Конечно, комментарии в основном все нормальные, адекватные, но некоторые пишут, что вам больше показывать нечего, кроме посуды, кроме этого магазина, ну, этих магазинов, потому что еще один был ролик недавно. Значит, кому-то не понравилось, вы уж не знаю, извините. Ну, показала, что у меня снято, действительно, потому что у меня... И я снимала, но в этот день я как-то хотела в другой магазин еще поехать. И ролик был бы законченный, и покупка бы у меня сделана. Да и в этом магазине я купила кое-какую посуду, но не очень много, конечно. Купила 3 этих... Каких? Купила салатник один там и кокотница, ну, для, ну, большие такие, правда, в узбекском стиле. И мне надо было заехать еще в один магазин, там больше мы покупок не сделали. Позвонили в этот магазин, нам сказали, что да, через час откроют, мы поехали, но, к сожалению, она потом перезвонила, женщина, и сказала, что она не сможет сегодня открыть магазин. Это магазин тоже посуды, ну, это даже не то, что женщина, а это двоюродная сестра моего мужа, у них тоже свой магазин посуды. Мне надо будет как-то, да, уже давно собираюсь поехать и поснимать для вас, и купить себе кое-что. Не знаю, я люблю, например, магазин посуды и походить, если даже я ничего не покупаю, и посмотреть. А потом, если вдруг, я это говорю тому, кто, если вдруг там ей понравилось что-то из этой посуды, она может поискать такую посуду у себя дома, да, ну, где бы ни жил. Или даже к жителям нашей Ингушетии, многие у меня спрашивают, и в личку спрашивают, где этот магазин. Так, тоже поставим в духовку. Все. Так, ну и все, значит, придется еще раз ждать из-за этих нескольких частей. Так, ну что, мои дорогие, оладушки я уже испекла. Они почти без масла, просто щеточкой, кисточкой промазывала блинницу или оладушницу, наверное, потому что это сковородка такая для оладий. Мальчики уже поели, кому кашу приготовила, кому кто поел. Блинчики позвала, блинчики, говорю, оладушки позвала Танзилу, что-то долго не идет. И да, про Танзилу спрашивают очень много, как она, что она. Друзья, алхамдулилла, у Танзилы, ну, потихонечку идет на поправку. Да, конечно, еще боли есть, еще ходит только на костылях, но, по крайней мере, самое главное, нет таких очень сильных болей, и отек на ноге прошел, потому что у нее очень сильно отекала нога, это ее беспокоило. Сейчас отека нет, алхамдулилла, ну, конечно, она ходит на костылях немножко, сидит, но немного. Устает, потом ложится, и вот как-то так потихонечку восстанавливается. Надеемся, что у нее будет все хорошо. Были с ней у врача, мы с ней подходили к врачу. У нее тогда была сильная боль в пятке прям, и подозревали, что у нее это шпора. Но врач не подтвердил, сказал, что это типа неврологического что-то, выписал кое-какие препараты, она пропила, и все, теперь более-менее у нее уже
все прошло. Но просто вот как вчера был сильный дождь, на перепады температуры, на перепады вот эти вот погодные явления, она очень сильно реагирует. Вчера плохо спала, нога у нее болела. Но, тем не менее, по крайней мере, алхамдулилла, ей намного лучше. Конечно, оказывается, это очень... Ну, не оказывается, я-то знала, что это и сложная операция, что и восстановление долгое. Она как-то об этом не думала. Она думала, что восстановится намного быстрее. Нервничает из-за этого. Она такая, сами знаете, человек активный по жизни. Ей усидеть на месте бывало очень сложно. И любила работать точно так же, как и я. И, по идее, она очень шустрая. Да, в ее времена я тоже была шустрая. Сейчас, конечно, на меня говорят, что я не расторопная. Ну, я не думаю, что это подписчики, конечно, но, можно сказать, гости моего канала. Одна женщина мне написала, что я не очень расторопна, но, девочки, конечно, я не расторопна, как была раньше молодой, мне 57 лет, я не девочка. Наверное, я уже, не наверное, а я действительно, я сама вижу, я сама чувствую, что на 50% у меня уже намного меньше скорости, чем было когда-то. В 37 лет и в 57 лет, конечно, я не буду такой расторопной. Но ничего, по крайней мере, я благодарна Всевышнему, что я и так могу и работать, и жить. Слава Всевышнему. Вот как-то так, друзья. Вот такой вот небольшой ролик я вам сегодня, ну как небольшой, скорее всего, то, что я сейчас говорю, я включу в ролик, где мы, то, что я, со вчерашнего отдыха, потому что вчера я не очень много снимала, так короткие, потому что как-то наши разговоры снять как-то и невозможно, но небольшие кусочки я снимала, и, скорее всего, вы их уже посмотрели. Скорее всего, так я скажу Ибрагиму, чтобы он их смонтировал. Вот, как-то так. Что еще? Танзила, правда, не смогла приехать тоже, хоть мы все ее просили, чтобы она была, но хотя вполне можно было там и прилечь, и да, действительно, девочки, там можно отдохнуть с детьми, там есть площадки для детей. Я не рекламирую опять, не пишите мне, пожалуйста. Вы знаете, действительно, когда вот что-то показывают и думают, что это реклама, начинают возмущаться. Так, курочка моя уже обжаривается потихонечку. Оставшиеся части я тоже поставила. Сразу 2 противня в одну печку. Вот как-то так. Последний пришел завтракать, да? Тебе в магазин надо будет поехать перед тем, как пойдешь на работу. Позови Танзилу, это все остывает уже. Так, мой заказ готов, но что-то заказчиков нету. Сейчас сказали, что к 8 часам они подъедут. 8 часов уже есть. Так, и в принципе уже давно. Куры готовы. Так, и несколько частей, которые оставались. Так, к сожалению, упаковки снова нет большой. Обычно я в большой упаковке, я даже не знаю, может быть, они сами привезут, мы что-то с ними не договорились, в чем это укладывать. Но просто чтобы они не ждали, уложу все-таки в эту формочку. Так. Что-то сегодня у Танзилы давление упало. Получается одна курочка, да? Ну ладно. Одного заказчика, так что сколько поместится, столько уложу, закрою фольгой.
не так важно, какая часть где. Не зря говорят, как день начался, так и будет дальше. Пошли заказы. Хотела сделать полуфабрикаты, но пока не получается. Значит, у меня в заказе куриный шашлык, картошка по-деревенски и салат оливье. Быстро отправляю, машина ждет. Так, друзья, идет у меня процесс для завтрашнего заказа, подготовительный процесс. Это куриный шашлык замариновали мы. Очень аромат, прям аромат стоит на всей кухне от специй. Очень вкусно получится, надеюсь. И будет курица по-арабски. Но это только часть заказа. Так, друзья, вот еще объем моей работы сегодняшней. Чебуреки. Тут 15 штук чебуреков. Это у меня был заказ. Немножко осталось, ну долеплю ведь тоже. Сейчас быстро это поставлю в морозилку, а дальше буду лепить кюрзе. У меня был заказ 40 чебуреков, но еще с ним и манты, и вареники. Это все готово. Вот 17 штук надо было доделать. Вот доделала. Дальше, как я сказала, буду лепить кюрзе. Ну вот, друзья, кюрзе тоже налеплено. Больше сегодня уже не могу. Налепила 3 вот таких вот лоточка. И теперь пойду спать. Утро вечером мудренее. Завтра докончим. Ну вот как-то так. Мои дорогие, я, правда, не снимала, как готовила, потому что времени у меня было в обрез. Отправляю вот такой вот заказ в Чермен. Это огурцы по-корейски. И вот таких вот 6 блюд ассорти. Наше ассорти очень понравилось, и теперь очень часто заказывают, машаллах. Так, таксист, как я вижу, уже звонит. Это люля отдельно. Люля из говядины. Вот такие вот 5 тортиков печеночных. Так, это куриный шашлык, но он у нас в ассорти блюдах, но просто это лишнее, просто так. И эти шарлоточки тоже лишние. И курица по-арабски тоже лишние. Ну, это вот так вот отправляем. Так, а это салат нежный, но он не украшен, потому что они перемешают сами, уложат по салатникам. И вот грецкий орех перемолотый сами сверху оформят. Вот такой вот заказ, мои дорогие. Заказ не одного дня. Вчера у меня были подготовительные работы. Помогала мне, конечно, Мадина. Сегодня мы добили его. Вот как-то так. Так, мои дорогие, спонтанный. Очень попросили сделать этот заказ. Спонтанный такой заказ получился. Я не бралась за него, но пришлось с Мадиной нам его выполнить все-таки. 15 рулетов. Вот таких вот. Это свекольный. Начинка тут творожный сыр и селедочка. Шпинатный. Тут начинка тот же творожный сыр, но семга. И морковный просто с творожным сыром и чесночком. Ну, вот таких вот 15 рулетиков у нас получилось. Отправляем. Очень попросили его сделать. Надо было выручить эту женщину. Вот как-то так.